Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Всем привет! Утро 23 сентября. Снова я иду в поход в лес за ягодами и за грибами. В первую очередь, конечно же, сегодня в планах у меня набрать брусники. Ну, это на крайний поход тоже за брусникой. И может быть еще по пути буду собрать грибы, но в основном брусника, ребят. Что получится, что я наберу, вы все увидите. Так что приятного вам просмотра. По пути буду включаться. Ну и некоторые моменты, вот смотрите, зашел сразу, вижу маховик. Просто он мне нужен уже. И по ходу буду отвечать на ваши вопросы. Первое, что от замечаний, ну как сказать, не замечания, а так, может из-за зависти так мне написали, что вот такие тропинки, и здесь прошел табун людей. И какой может быть тут гриб? Эти тропинки, ребят, годами образуются, десятилетиями. Вот та большая тропинка, это после, но она уже лет 30 минимум, может и больше. Здесь спортсмены бегали, после них это все осталось. Здесь просто мы ходим по осени, собираем грибы, ягоды. Или на рыбалку ходим. Но несмотря, что тут ходят десятки людей в день, эта тайга нам дает всю осень грибы. Сами видите, сколько мы грибов собираем. Вот, бери не хочу. Гниет, просто уже гниет гриб. Так что, если с уважением относиться к тайге, как сказать, если не будете вы убирать вот этот мох, скажем, искать ради такого белого гриба, ничего с тайгой не случится. Одна беда — это лесорубы. Запомните. Если приедет какой-нибудь лесоруб, вырубит эту тайгу, долго придется ждать, когда будет выходить, как сказать, гриб. Так что пускай будут тропинки, зато у нас все есть тут. Вот. Идем дальше. Вот, пожалуйста, белый гриб. Бери не хочу. Это был боровик. Я даже тоже внимания уже на них не обращаю. Идем дальше. Сперва ягоды пособираем, а там видно будет. А тут смотрите, что творится. О. Тут никто так и грибы не собирал. Все это сгниет. И с пеной во рту не надо кричать, писать мне, что вот там ножка оставляю, из-за этого что-то погибнет. Вон сколько всего остается. Разрядился аккумулятор. Я, наверное, неделю уже тут не ходил. После меня еще вот больше и больше грибы вышли. Вот. Я к тому, что, ребят, как бы вы ни собирали с ножками, без ножки там, один хрен то есть. Я имею в виду, грибы выходили и будут выходить. Грибница, она никогда у вас не погибнет, никогда. Эта грибница не только десятки метров тянется, а даже из километра, может, больше. Где-то выроют, перестанет выходить. Он уйдет в другое место и там будет выходить. Так что с ним бороться бесполезно. Второй год нам тайга дала хороший большой урожай грибов. В
прошлом году тоже очень много собирали. Ну и в этом году также. Как начал выходить. Ну сейчас уже все, конечно, сезон заканчивается. Люди уже перешли в основном. Все собирают сейчас клюкву. Вот тут болото начинается. И это болото очень большое. А бруснику тоже уже как бы цену подняли. 155 рублей вроде брусника. Но поблизости уже все закончилось. Вот. А клюква 120 вроде. Но это на сегодняшний день я цены говорю. Не знаю, когда это видео выйдет. Люди собирают сейчас клюкву. Ну, если я найду, я для себя, для семьи я буду собирать бруснику. И прошлые вот сборы 2 раза я ходил, собирал немножко. Это мы заморозили. Если сегодня удастся собрать, то Викторовна сказала, что другим способом хочет там попробовать для хранения поставить. Некоторые с песком разбавляют, и некоторые в воде, сладкой воде. Будем экспериментировать, как лучше хранить. Вот. Я чисто иду по дороге сегодня. В лес никуда не смотрю, только к своей цели за брусникой. Тут мостик отремонтировали. Кто-то потрудился. Добавил доски. И здесь расширили. Так. Кто часто ездит тут. Вот этих уже проверил. Не сдержался, ребят. Один чистый. Второй чистый. Вон там еще и там. Этот мягкий. Чистый. Вот смотрите, сколько грибов. Но перебор уже как бы соблазнительно стоят. Вот, пожалуйста, 3-6 штук. Такая кучка. Где-нибудь оставлю, вон еще один. Где-нибудь так просто оставлю. Даже думаю, я, наверное, вот здесь и оставлю их. Вон еще один. Все чистые, между прочим. Этот большой не буду брать. Хотя тоже неплохой. Вот. Оставлю. И на обратном пути возьму. Вот так. На супчик наберем легко, просто легко. Ребят, я их не хочу собирать, они есть. Понимаете? Вот как тут стороной пройдешь? Прям просится, чтобы их взяли вон. 4 штуки. Там маховики, я на них уже вообще внимания не обращаю. На крупные тоже не смотрю. Беру только вот самые ништяковские. Я, ребят, уже с закрытыми глазами только вперед смотрю и иду. Потому что в сторону посмотришь — гриб. Там посмотришь — гриб. Вообще
И кругом белые грибы. Сейчас приемка не идет. Как бы придирчиво принимают и очень дешево. Короче, люди перестали собирать. Вот. Потому что первоначально собирали, сдавали, а грибы-то с червями идут, не проверяют, там с ножками берут на приемке. Ну вот, тоже вообще им черви, видать, не нужно. Ну я сейчас пойду, на обратном пути уже тоже хрен с ним буду. Вот. Ну я говорю, вот ты посмотришь, и там уже сразу вот ты моментально увидишь гриб. Потому что везде усыпано этими белыми грибами. Вот белые кругом. Вон белые. Там дальше смотрю белые. Вот белые. Никто не собирает, смотрите. Бери не хочу, ребят. Вот где наслаждение, удовольствие, вон там. Вот. Но я на обратном пути. Если до меня не наберут, вон. Смотрите. Кругом. Прям кругом. Усыпана этими белыми грибами. Сейчас два УАЗика встречались уже мне. Тоже как бы это охотники, но это не грибники даже. Вот везде, вот я что снимаю вам, ребят, везде белые грибы. Вот. Кругом белые грибы. Вот. По всей дороге идешь, по всей дороге вон. Вон там тоже. Вот такие дела. Вот такой год в этом году. Урожайный. Грибов очень много. Я смотрю вперед. Не хочу по сторонам смотреть. Грибов море. Просто море, океан. Поверьте. Вот они грибы. Ребят, я немножко пособирал сейчас. Как начал приближаться к ведру, думаю. Начну-ка я собирать грибы. И сейчас покажу, сколько я набрал. Вот наше ведро. Здесь 2 дня уже я собирал ягоды. Он висит. И сегодня крайний день. Больше уже в эту сторону, чтобы собрать грибы, ягоды, вряд ли приду. Вон там, смотрите, тоже грибы. Ну и тут, смотрите. Вот. Просто вот тупо взял и немножко собрал. Пол пакета. Так, сейчас сперва буду ягоды собирать, потом чай попьем. О, кто-то едет на мотоцикле он. 4-тактный так тихо идет. Вообще не слышно даже. Вот так поднялся кто-то. Ну вот, ягоды пособираю, а потом уже видно будет. Все по ходу. Этот процесс сбор ягод тоже уже как бы я вам показывал. Вот так берешь и собираешь. Ручная сборка у меня. Без комбайна, без ничего. Так мусора меньше. Ну и здесь не так много ягод, чтобы вот, скажем, комбайн до сюда оттащить 6 километров. Ну, не стоит. И у меня самый облегченный вариант ведер. Это под майонез, ребят. Кто-то смеется там, что вот ведро показываю такое. Ну, он легкий, удобный. Мне все устраивает, ребят. Вон. Ну, буквально 10 грамм. Буду я еще пластиковое ведро таскать, 5-литровое или 10-литровое. Да, так можно собирать. Ну вот. Она спелая сейчас, смотрите, какая темного цвета. Вот самая вкусная сейчас уже. Но хотя заморозка еще не было. Решил пока тут поковыряться, как и до этого я собирал здесь. Ну, бесполезно, думаю, где-либо искать, потому что уже везде кругом собирали люди. Это уже, считай, остатки сладкие. Самое вкусное оставили нам. Вот. Потихоньку, помаленьку начнем с малого и наберем. И сегодня утро такое вот первое утро за столько дней, сколько я уже хожу в лесу. Ну, в лес хожу. Сегодня утром постреляли и до сих пор еще стреляют.
Значит, на реке движуха началась. Немножко утиные перелеты начались. Ну, выстрелов 10, наверное, я уже сегодня слышал. Пока я вот шел. И сейчас еще стреляли. Один раз выстрел такой. Громкий такой. На реке стреляют. Слышно хорошо. Вот. Ну, вот видите. Вот так сидишь, смотришь, и как будто ягод очень много. А подходишь там, кустики. Ну, скажу вам, не очень. Кустика там по 3 ягоды. По 3, по 4. А бывают все 10 даже. Дятел где-то стучит. Вон он, на вершинке сухостоя. Собрал первое ведро. Не так быстро все получается. Вон он. Первое ведро. Начало есть. Ну, как сказать, собираю уже в собранном месте, поэтому остатки сладкие очень долго собирать. Но потихоньку ковыряюсь. 5-е ведро. Собрал уже 5 ведер. Если не ошибаюсь, сейчас к рюкзаку пойду там. Я отмечаю, сколько ведер уже у меня там. Ну вот, с горочкой. Ой, блин. Вот так вот, с горочкой она. Вон там рюкзак вдалеке. Здесь тоже много грибов. После сбора ягод я еще грибы буду собирать. Ну, хотя бы еще одно ведро набрать, и вообще здорово будет. Так, еще высыпаем. Так вот высыпаю и сразу сюда шишку. Вот, 5 шишек уже у меня тут. Ну, чтобы не забыть, сколько ведер тут у нас. Ну вот, еще одно ведро соберу и вполне достаточно. Очень хорошая брусника, между прочим. Вон она. Такая вот темного цвета. Дома будем чистить. Но мусора не так много. И крупная, хорошая, отборная. Все, 6-е ведро. На сегодня хватит. 6 ведер. Ну, считай 5 литров. Пускай маленькие ведра. 5 литров есть. Сейчас мотоцикл поднялся. Где-то машина еще слышна была. Вон она там, грибники. Так. Тут еще нашел. Сейчас я тоже буду собирать грибы. Ну, сперва сходим к реке. Обязательно чай попьем. После чаепития уже, ну так, потихоньку буду идти собирать. Так. Вот это рюкзак возьму. А вот это я оставлю пока здесь. Там возле дороги оставлю. Дорога вот тут. Вот. Здесь буду выходить. Ну а сейчас давайте сходим к этому, к реке, и пообедаем. И там грибы, смотрите.
Будем разбираться дома. Тут ножом кто-то резал. Тут смотрите, сколько проверяли. Вот еще один. Уже чистый. Вон еще один. Я и говорю, везде вот, ну, далеко не надо ходить. Я тут буквально за час наберу таким темпом. Там крупные не стану смотреть. Я только выключился. Вон он, малыш. Ой, плохие. Так, это я здесь оставлял, когда ягоды собрал. Хороший он. Вон там еще один. Тут великаны. Ой, гнилой. Еще. Чуть-чуть грязные, конечно, они. С песком. Очень приятно. Вот этот вообще тоже с песком вещь. Фу-фу. Чистите. Все чистые. Все чистые. Хорошие. Крупные не буду проверять даже. Все хорошие. Губку только буду чистить там сразу. Ну, лишний вес. Вот так. Чистишь. Ну, мы их не кушаем, вот эти. Вот это все, ребят, у нас отходы. Вот. Вот такие дела. Вон еще красноголовик. Красноголовик, вроде тоже хороший. Ну да. Тут сейчас плохих нету, вон там маховики. Маховики уже брать не стану. Как-нибудь. Без маховиков. Рюкзак полным скоро будет. Мягкие уже все, хана. Тут хороший. Это маленький и совсем плохой. Опачки. Зря не принимают сейчас грибы. Выход хороший. Да и неплохие еще. Некоторые. Это, как сказать, уже все. Вот, пожалуйста, второй сорт для сдачи. Ребят, весь процесс сборки, я не знаю, снимать или нет. Тут грибов на 10 серий, блин, у меня будет. Вот, везде, вон, второй, третий. Только чисто маленькие грибы. Мелкие собираю. Гнилой. Тоже гнилые, блин. Смотри. Этот хороший. Этот хороший. Вон там под сосной. Ой. Ладно, я тут немножко пособираю. Давайте и чай попьем. Я результат сборки сейчас чуть позже покажу вам.
Да везде тут грибы. Хоть не выключайся. Вот, пожалуйста. Везде. Кругом. Спрашивали в комментариях, что за сруб тут. Никто не знает. Это, наверное, все-таки, ну, кто вырос в 90-е, тогда компьютерных игр не было. Вот тут грибы, смотрите. Компьютера не было, и в основном дети, мы, подростки, играли в лесу и гоняли птиц, из рогаток стреляли. Некоторые вот такие вот шалаши строили, а здесь видно, что топором рубили. Это стопроцентная детская работа. Начинали тут строить избу или что-то в этом роде. Вот 3 венца сделали и все, перестали. Ну, изба большая. Наверное, 4 на 3,5 минимум. Или 3,70 на 3,5. Примерно вот такой размер. Вот. Здесь тоже вот вроде проверяли, не знаю, что-то боком стоят грибы. Вот, пожалуйста, какой огромный большой гриб, и он чистый. Даже и следов червей нету. Но он мягкий, смотрите. Когда я в пакете в рюкзаке буду нести, он просто... Вот для этого и нужна корзина или что-нибудь, какое-то посуда. Вот гриб, пожалуйста. Вот еще этот более-менее свежий гриб. Ну да. С хрустом сломал. Ну что, перекур. Пообедаем. Это место уже вы запомнили. В этом году, наверное, 2-й или 3-й раз уже прихожу. Сейчас попьем чаек. Чуть не забыл показать вам, ребят. Ну, вот такое количество. Это от того места, где я оставил бруснику. Ну, вот полпакета я собрал. Вот. Ну, примерно вот так. Просвечивает. Но это выборочно. Я беру только самые, как бы, плотные, хорошие грибы без червей. Вот. Червей нет. А все остальное оставляю. Тут, смотрите, не надо далеко ходить. Вон гриб, вон гриб. Ну, везде грибы. Вот. Но это уже тяжело нести будет очень много. И мнется очень сильно. Они мягкие. Чем крупнее, тем мягче. Хотя они тоже без червей тут. Да и они просто нам уже не нужны. Вот. Наелись уже эти грибов в этом году. Ну вот. Пообедали. Сейчас пойду дальше. Не знаю, ребят, когда я буду в следующий раз здесь. Точно не могу сказать. Ой, вообще мягкий. Может, по снегу уже приедем сюда на Буране. А может и пешком еще. Вдруг захочется грибов. Долго ли? Самое главное, было бы желание, и все. Посмотрим. Все как будет. Буду снимать. Вот, пожалуйста, еще один. Большой. На большие я вообще не смотрю. У меня уже пол-рюкзака, блин. Самые мелкие, хорошие буду брать. Он подосиновик тоже хорошенький. Вот этот более-менее еще проверю. Да и то он крупный.
Да нет, твердый, хороший. Вон он, чистый. Чистый и твердый. Самое главное, он упругий, твердый. Есть такие вот мягкие, уже все перестоялые. Они уже начали как бы портиться. На такие внимания не обращаю. Сейчас пойду к бруснику загружать. С собой возьму и дальше потихоньку буду набирать. Как рюкзак полным будет, все. Этот уже мягкий даже. Вон какие они. Ух. Вот. Здоровые. Маленький посмотрю. Малыша. Вот он. Хороший. Мамка с папкой. Ладно, какие мягкие уже. Ну все, хана им. Вон еще один. Я говорю, хоть не выключайся. Хоть не выключайся. Куда ни посмотри, везде грибы. Ой, мягкий уже. Вот. Один пакет уже. Будем считать, что есть. Много не соберешь. Были бы планы у меня это собирать сегодня. Вообще планов-то не было. Ну. По брусника я пошел, а вон как. Ну еще в пакет понабираю еще тут. Опачки. Вон так просится вот красноголовик. Тяжеленький уже рюкзак. Вот сегодня велосипед нужен был. Нужен был бы, конечно. Вон какие лепешки, ребят. Маховики и вообще. На маховики внимания не обращаю. Вон там белые. Тоже в стороне. Идти не стану туда. Все по пути, ребят. Если будет по пути, буду брать. В сторону уже я не смотрю. Вот это выросли они. Чистые. Пипец. Чистые тяжелые грибы. Мне только мелкие надо брать. Вон они еще. Этот гнилой, вот мелкий. Не, только буду брать мелкие хорошие. Вот они. Ай, плохой. Все уже перегнившиеся. И там, и тут, и везде. Ай. Хорошие. Вот еще. Хотел выключить камеру. На тебе. Так набирается. Считай уже пакет. Красные. Интересные такие. С этих много, блин, в таких грибах. Как же этот-то? Губка.
Там оставлю, а там еще маленький. Возьму этот больше оставлю. Семенник оставим. Пускай семенник будет. В общем, выбираю там. Вот такие я вообще не рассматриваю. Более-менее хорошие вот. Тут тоже большие все. Перерослые. Листвой закрывается все. Не заметишь тоже, блин. Вон там очередной. Красный. Ой, блин. Мягкие. Как тут пройдешь мимо, ребят? Никакие. Эти большие. И там уже перестоялые грибы. Да. Все-таки все, наверное, заканчивается грибной сезон. Много уже как бы перестоялых. Свежего выхода такого нету, но в основном все начали грибы уже гнить. Просто гниют на корню. Так что сегодня нам еще повезло. Смотрите, обрезанные ножки и грибы хорошие. Пока не понимаю, как так получилось. В общем, тут так тщательно проверяли. Я грибников еще не видел никого. Они, может, лесом идут как-то. Но капец проверяют. Все подряд. Все подряд проверяют. Ножом. Там крупные. Вот такие дела. Местами вот как-то остается еще. И думаю, они идут как-то чуть стороной. Хотел там пройти, но здесь, наверное, лучше. Время от времени я вижу гриб. Вон там еще есть. И вроде хорошие. Вот тут тоже проверяли один. А снизу еще второй. Ну, что-то стеряемо только. Вот тут смотри. Хороший. Тоже хорошие. Вон там еще. Так что снова я попал на место. А, вот еще два. Ну и наверное, у меня, блин, все уже наполняется. Пакеты. Да, тут оставили много. Охрена. Сколько я собираю, ребят? Ой, мягкие совсем. Такая куча попалась. Что-то объедено все кем-то.
Пакет полный, ё-моё. Туда же не хочу даже смотреть. Далеко заходить. Блин, посмотришь и грибы. И вот они еще. Надо прекращать это дело, конечно, уже. Не дотащу я домой. Только уже я набрал. Бесконечность. Вот он. Что-то ветки ломаются. Вот еще. Вон сколько. Тоже чистый. Да, думаю, шабаш. Думаю, шабаш уже все. Смотри, везде. И там, что я вижу, тоже грибы. Я думал, там глубины леса нету. Все есть. Красные, между прочим, хорошенькие. Где не думал, там и оказалось тоже. Ой-ой-ой. Сколько тут грибов, ребят. И там, что я вижу, грибы. И там дальше гриб. Вот мелкие, более-менее. Вот он. Да. Да, все, но я больше собрать сегодня уже не стану, ребят. Хоть у меня пакет еще есть один. Просто уже все тяжелое будет. Вон он. Этот тоже хороший, этот, думаю, тоже хороший. Для сушки-то пойдет. Черви, конечно, там есть, но... Фу-фу-фу. Ну, я показал вам реальность, ребят. Сколько у нас грибов в этом году было и есть. Так что... Вот, пожалуйста. Чистые. Чистые грибы. Вон они, там еще. Все, шабаш, поворачивай обратно. Это хоть не переставая, идешь и собираешь. Можно вагон собрать. Пойду к рюкзаку. Что влезет, сейчас в рюкзак еще закину. И остальное в пакете унесу. Вот смотрите сколько. Это все белые боровики. Крупные боровики хорошие. Вот он. Вот. Гниль. Некоторые попадают хорошие. Все, шабаш. Надоело. Прям их очень много. Вот. Беру только самые хорошие, ребята. По возможности сейчас загружу рюкзак и все. Ну, один пакет, думаю, еще влезет. Бруснику на самый верх. Ой.
Да. Это да, ребят. Нет слова. Остатки кофе пью. Ну что сказать. Сколько лет в тайге я. И это, наверное, получается, думаю, даже первый раз такое. Чтобы, вот скажем, ну просто в изобилии грибы. Бывают там грибные года, но столько, чтобы столько было. Вот что значит аномалия на улице. Видите, как тепло. Ну, сейчас уже по ночам немножко туман, роса и влага. Все-таки для грибов хватает влаги. Поэтому выход хороший еще. Везде грибы. Вот просто, ну, такие лепешки, но хорошие они. Вон они там тоже. Пипец, что творится в этом году, я просто немножко удивлен, если честно. Целый мешок, вон целый мешок. По пути еще один пакет еще осталось. Ну так, буду немножко брать, чтобы под ноги будет попадать. А чтобы нагибаться, с таким рюкзаком больше не стану уже. Здесь техника нужна, чтобы много собрать. И спрашивается, куда больше, зачем. Мы уже для сушки набрали, отварили. Сегодня хотел для супа собрать, а вон. Пипец. Более-менее. Там я мелкие возьму еще. Самые мелкие буду брать. Тоже хорошие. Что ты будешь делать, а? Хоть бы грибники уже встретили, что ли. Чтоб собрали все. Там тоже вижу. Ладно. Здесь уже буду выходить на дорогу. Потом по дороге пойду. Шабаш. Смотрите. Вон они. Если все проверять, там 50 на 50 хорошие. Есть гнилые, есть перестоялые, есть, в общем, для сушки самое то. Сушить можно. Ой, блин. Тоже хороший. Грязные. Грязные они. Плохо, что с землей. И остальные брать не стану, ребят. Ну нафиг. Хорошие, но да. Пускай стоят. Другие подберут. Другим надо тоже. На сегодня сбор грибов и ягод я закончил. Сейчас просто буду идти, не спеша, спокойно. Вроде здесь рябчик взлетел. Наверное, самочка была. Но я не видел, только услышал, и ветка так шатнулась. В какую сторону отлетела, не знаю. Фу, оставил рюкзак. Немножко пусть спина отдохнет. И тут у нас первые грибы, которые я оставлял, где-то должны быть. А вон они. Сейчас. Где он у меня?
места тут очень много, наверное. Так, еще 3 штуки осталось. Ну, по пути я еще набрал, ребят, скажу вам, немало. У меня полный пакет, вот еще вот так получилось. Вот. Так что, а здесь уже все, здесь не так далеко до села осталось, во-первых. И места тут в холостую мне придется где-то с километр идти. Такой лес тут. Мох, но не ягель. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Второй перекур. Но сейчас уже это последний. Там немножко осталось. Жарко становится. Фу. И на этом фильм буду заканчивать, ребят. Вот такой поход получился. Удачный, как всегда. Смотрите, какой огромный рюкзак. Ну и там еще пакет. Пакет полный. Сегодня собрал только белые грибы, боровики. Ну и ягоды еще 5 литров. Вот. Ждите новые фильмы. А на сегодня все. Всем пока и до новых встреч. Не болейте, самое главное. А я 5 минут перекур и дальше пойду. Пока.